Доброе утро, республика! Начинаем новый рабочий день. С вами Руслан Ачиров. И Вероника Тантосова. Всем хорошего утреннего настроения. Напоминаю, что у нас семейная программа, потому что у нас самые интересные новости для всех членов семьи. Поговорим сегодня о том, как справиться с мошенниками по финансовой грамотности. Непременно упомянем, что интересного у нас в мире. Также сделаем зарядку, поговорим о том, какой сегодня знаменательный день. И самое главное, расскажем все, что можно о погоде. Да, но это все для того, чтобы сделать ваше утро по-настоящему бодрым. Ну, а мы напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии». Вы можете прямо сейчас на него подписаться. Немного забегая вперед, мы сегодня подарим замечательные, интересные призы, да, нашим подписчикам. Поэтому будьте внимательны. Будет один интересный вопрос. Ну и, как всегда, мы обрадуем наших победителей. Но я думаю, вначале нужно рассказать, какие новости произошли, да, за выходные. Итак, Банк России планирует ввести так называемый период охлаждения при выдаче потребительских кредитов и займов. Это позволит защитить россиян от получения суд под давлением мошенников. Длительность периода охлаждения будет зависеть от размера суды и будет составлять до 48 часов. Если кредитная организация заподозрит, что суда берется под влиянием мошенников, она должна будет связаться с заемщиком и предупредить его об опасности. Старт реализации первого направления можно ожидать к июлю 2025 года, а второго к 1 января 2027 года. То есть... Отличная инициатива. Мне кажется, это решит много вопросов, потому что, правда, люди брали кредиты под влиянием, что вот там ваш ребенок в опасности, там еще что-то. И это позволит задуматься. И, возможно, еще бывает так, что люди берут кредиты спонтанно, то есть им сразу выдается кредит, а тут будет какое-то буферное такое время, когда можно обдумать и, может быть, отказаться от кредита. Нужно учитывать, что процентная ставка возросла, поэтому будьте внимательны, осторожны. Вообще финансовая грамотность – это залог успеха, и, конечно, менее такой значительной финансовой нагрузки в последнее время. А по итогам 2024 года в России было продано 3 миллиона планшетов на сумму 61,7 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем за всю историю рынка. По сравнению с 2023 годом продажи планшетов выросли на 23% в штуках и на 24% в деньгах. Эксперты связывают высокий спрос с несколькими факторами, в том числе с возрастающей популярностью онлайн-кинотеатров. Кстати, да, удобно, то есть включил и фильм посмотрел, и многие онлайн-кинотеатры также предлагают и смотреть телевизор. Мне кажется, я еще связывала бы это с тем, что люди стали больше читать. На самом деле стали больше читать, и электронные книги тоже планшеты очень удобно. А теперь не менее важная информация с утра, конечно, о погоде. В центральных районах минус 41, минус 32, в заречной группе 47-31 градусов холода, в южных 33-23 ниже 0, в Вилюйской группе 35-24 со знаком минус, в Нижнеленских 30-26 холодом, в западных минус 36, минус 21 градус. Колыма-Индигирской группе Улусов 52-34 градуса холода, в Янских минус 45, минус 34. На северо-западе 27-21 градус ниже 0. В столице в 6 часов утра температура составила минус 40 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем без осадков, ветер восточный 1,4 метра в секунду. Температура днем минус 31, минус 33 градуса. К теме погоды мы еще вернемся. Поговорим о погодных аномалиях с гостем Татьяной Маршалик. Не переключайтесь. А сейчас блок новостей от наших коллег из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Объем строительной отрасли в России по итогам прошлого года увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 16 триллионов рублей. В декабре прошлого года объем работ составил 2,5 триллиона рублей, что на 7,5% больше, чем в декабре 2023 года. За 2024 год в стране введено 496 тысяч зданий, из которых 475 тысяч – жилые. Общая площадь построенных объектов достигла 170 миллионов квадратных метров. Несмотря на рост объема строительных работ, ввод жилья в эксплуатацию в прошлом году показал небольшое снижение – 107 миллионов квадратных метров, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году.
Объем выданной ипотеки в России в январе этого года резко сократился, составив 126 миллиардов рублей. Это более чем на 50% меньше, чем в декабре 2024 года. И на 54% меньше, чем в январе 2024. Средний размер ипотечного кредита также уменьшился на 6,7% по сравнению с декабрем, достигнув 4,5 миллионов рублей. В количественном выражении число выданных кредитов сократилось на 51%. Аналитики связывают такое падение с несколькими факторами. Январь традиционно считается месяцем низкой активности на ипотечном рынке. Кроме того, на снижение повлияли меры Центрального банка по охлаждению рынка, а также рост ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье. В течение 2 дней Верхневилюйская детская библиотека проводила квиз-игру для студентов техникума и учеников лицея-интерната. Квиз-игра «Горячий снег Сталинграда» посвящена 82-й годовщине освобождения города. Так, в лицее дети разделились на 4 команды, а в техникуме было 6 команд по 3 человека. Игра проходила в 3 этапа в виде викторины. Ребята постарались вспомнить все данные про Сталинградскую битву. Также узнали много новой интересной информации. Детская библиотека сотрудничает с техникумом. Мы уже не в первый раз проводим здесь мероприятия, особенно квиз-игры у нас хорошо проходят. Это у нас уже 3-я квиз-игра. Первая квиз-игра была посвящена Великой Отечественной войне в прошлом году, победе. 6 мая мы проводили. Недавно мы проводили квиз-игру, посвященную БАМу. Студенты очень активные, они постоянно участвуют во всех наших мероприятиях, не только в квиз-играх. Отвечают активно, молодцы, очень хорошо знают. Сотни туристов съехались в экологический парк Green Beauty в провинции Гуандун на юге Китая, чтобы увидеть живописное зрелище – цветения розовой табибуи. По информации СМИ, на территории парка площадью более 400 тысяч квадратных метров находится более 6 тысяч растений. Местная администрация оборудовала здесь места для фотосъемки и смотровые площадки. Розовая табибуя – листопадное дерево, вырастающее до 12 метров в высоту. Широко используется в качестве декоративного растения. Цветение приходится в основном на конец сухого сезона. То, что я видел по телевизору, не сравнится с этими впечатлениями. Там просто картинка, а здесь все живое, объемное. Впечатляет гораздо больше, чем я себе представлял. Я из Гуанчжоу, нашла это место совершенно случайно в сети. Мы приехали сюда без раздумий, остались в восторге. Здесь очень красиво, как в сказке. Мне кажется, это очень красиво, создается ощущение глубины. Я не ожидала увидеть такой огромный и густой цветочный сад. Нет слов, чтобы описать это. Это очень красиво. В эфире самая ранняя семейная программа «Утро Якутии». Будьте с нами, настраивайтесь на новый день, а мы постараемся сделать ваше утро добрым и немного веселым. Смотрите, как радуется снегу носорог по имени Терекель в ростовском зоопарке. Он впервые увидел снег и, как ребенок, прямо ликует белому и пушистому чуду. Видео сняли работники зоопарка. Действительно, я думаю, это впервые у него такое, да? Не, ну вообще сам факт носорог и снег. Представляешь, это такой запрос для, не знаю, нейросети. А оказывается, сгенерировать картинку. Да, а оказывается, можно увидеть это вживую. Потрясающе. Здорово. А мы забыли, как радоваться снегу, да? Да, для нас делать привычное, для него, конечно, чудо. Да, но между тем погода этой зимой действительно удивляет. В теплых регионах снег, а в центральной России дождь и слякоть. И это среди зимы аномалии по всей стране. И Якутия не исключение. Какой якутяне запомнят эту зиму и как изменения климата влияют на нашу с вами жизнь, узнала Туяра Филиппова. Зима в этом году почти повсеместно в стране выдалась необычно теплой. Кое-где даже распускаются растения. Аномалии не обошли стороной и Якутию. Температурные качели изрядно удивили этой зимой якутян. К примеру, в Якутске 23 января столбик термометра показывал всего минус 6,8 градусов, что стало рекордом за многие десятилетия наблюдений. И эта зима многим запомнится как самая необычная в жизни якутян. Скажите, пожалуйста, какой запомнится вам эта зима?
теплый и холодный. Очень теплый. Зима запомнится мне, необычностью, ведь потому что зима еще не закончилась, а у нас недавно 10 градусов было. Я удивился. Это просто какая-то аномальная теплая неделя была. Эта зима выдалась очень красивой, как и обычно, потому что в Якутске, правда, очень красивая зима. Многие модницы этой зимой и вовсе не доставали из гардероба свои шубы и унты. Перезимовали почти в легких пуховиках и сапожках. Между тем, производители и продавцы меховой одежды и обуви терпят убытки и вынуждены объявлять беспрецедентные скидки на свои товары. Но у нас вот в этом году зима достаточно мягкая, климат немного меняется, становится все-таки теплее, уже не такие большие морозы. Поэтому клиенты часто уже отказываются от шуб классических, больше выбирают куртки. Также, поскольку весна у нас как будто бы начинается раньше, чем обычно, мы уже завозим пальто, кожаные изделия также намного раньше, чем в предыдущие годы, потому что клиенты вот уже даже сейчас ими интересуются. Но если рядовые якутяне рады наступлению теплых дней, то ученые к температурным перепадам относятся более настороженно. Все-таки у нас большинство зданий и сооружений, они рассчитаны немножко на другую зиму, да, на температуры ниже 40, ниже 45. Это нужно для обеспечения устойчивости свайных оснований. Поэтому если систематически такие зимы будут повторяться, и особенно если они будут сопряжены еще с более теплыми летними периодами, переходными сезонами, то с точки зрения строительных технологий это будет только усложнять ситуацию. Поэтому вот тут с точки зрения мерзлотной обстановки я бы радоваться не стал. Погода сказывается и на здоровье человека. Организм десятилетиями адаптировался к определенным сезонным циклам, а любое отклонение вызывает стресс. Однако, по мнению специалистов, больше на здоровье человека влияет не сколько изменение климата, а образ жизни. Мы меньше сейчас двигаемся, изменение питания, экологические условия, даже геомагнитные возмущения. И скорее это может на таком будущем сказаться, что метаболизм наших клеток иммунных может измениться. Какую весну и лето теперь ждать? Прогнозы синоптиков на этот счет разнятся, так как текущие условия, включая аномально теплый январь, создают неопределенность в долгосрочных оценках. Туяра Филиппова, Надежда Кузнецова, Георгий Григорьев, Якутск. И вправду удивительную зиму мы наблюдаем. И как раз поговорить о погоде, о ее чудачествах мы пригласили сегодня в студию Татьяну Маршалик. Время от времени мы зовем в гости представителей гидромедцентра, и сегодня тот самый случай. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Татьяна Владимировна, скажите, вот реакция якутян на нынешнюю зиму, она, конечно, действительно положительная. Это многим она запомнилась как такая теплая, хорошая. А для ваших служб, вот какой была эта зима? Это с учетом перепада температуры от минус 20 до минус 40. Ну, естественно, когда погода очень изменчивая, синоптикам очень сложно работать. Вот, потому что прогнозы получаются сложные, качели такие у нас, то тепло, то холодно. Ну и фиксируем всякие рекорды. Поэтому, в общем-то, знаете, в этом году все сезоны, вот начиная с ноябрь, декабрь, январь, вот сейчас уже, февраль почти нормальный, почти нормальный, да, он все равно, тем не менее, чуть выше нормы. А все предыдущие месяцы были очень аномальными. Значит, не только температуру, если взять. Вот было сказано в сюжете до этого, что и было 6 градусов, 6,8. Мы шли на рекорд 1979 года января. Там было минус 5,8. Но рекорд устоял. Получается, что температура в этом году, она занимает второе место. Все-таки не первое. Да, все-таки не первое. Но мы помним теплый декабрь. А какие были у нас новогодние праздники? У нас очень давно не было такой холодной новогодней ночи. Очень большой период был, когда температура была выше 40 градусов в новогоднюю ночь. В этом году 46,3, по-моему, десятых, если мне не изменяет. Это тоже рекорд. Оттепели на западе республики, но они, в принципе, бывают почти регулярно. А ветер 44 метра в секунду в Тикси. В общем, можно много назвать таких вот явлений, которые в этом году, можно сказать, что были аномальными. Но они периодически повторяются. И в январе рекорды, которые были рекорды дня, не абсолютный максимум, который, вот я сказала, 5,8, а рекорды дня были
были, знаете, они рухнули, эти рекорды, 1944, 1932 года. То есть в отдельные дни января температура была выше в этом году, чем в те годы, которые вот стояли рекорды. А как вы думаете, чем вызваны такие перепады температуры? Ну как, мы знаем, чем они вызваны. Они вызваны активной циклонической деятельностью, которая, в общем-то, знаете, была не присуща нашему региону. Но в этом году мы смотрим, что с Атлантики циклоны, они очень глубокие, они очень мощные, идут прямо за эти транзитов по всей территории и доходят до нашей республики, особенно западные районы, которые имели оттепели, ветер сильный, смена погоды, но и на центральные районы тоже это оказывало влияние. Вот. И даже наши самые такие вот устойчивые, несгибаемые полюса холода, Верхоянск и Мекон, в этом году они прямо температурой отличались. Вот один из рекордов, тоже не сказала, в декабре у нас отклонение средней температуры от нормы, максимум был в Меконском районе до отклонения до 17 градусов в сторону тепла было. Ну, то есть это такое глобальное? Глобально. У них очень было тепло, прямо, не знаю, Меконский район нынче радовался. Вот. Но сейчас там установилась нормальная погода, 55-57 градусов, в принципе, такая, какая должна была быть вообще-то и в декабре, и в январе, и в феврале. Но нынче повезло жителям республики. Ну, а где-то это была среднестатистическая температура, где не было аномалий? Кто-то прожил эту зиму спокойно? А я не могу сказать, где не было, почти везде было. Вот почти вся территория, да. Вот, ну, кратковременно понижалась, например, температура. В этом году, вот если один из рекордов тоже взять, очень долго не замерзал Байкал. Да. Вот. И тем не менее он замерз, и вот здесь как раз коснулось не только Байкала, но и жителей наших юго-западных районов, где все время стояла теплая погода. А тут вот с Арктики нырнул такой хороший холод, прошел, зацепил Байкал, юго-запад наш, там температура тоже понизилась, были 40 и ниже температура, ну и Байкал в конце концов замерз. Вместе с нашими жителями, да, Ленского, Алекминского района, где они почувствовали, что все-таки зима. Ну, с одной стороны, хорошо, наверное, что как-то все-таки вступила в свои права и... Да, все уравновешивается. Где-то потеплело. Да. Вот сейчас на западе нашей республики тепло, у нас, видите, прижало. Холодно, 40 градусов, туман. Все как должно быть. Ну, то есть, если январь был такой нестандартный, то февраль более-менее в рамках? Более-менее в рамках, да. Да. Давление высокое, антициклон установился со своим ядром на северо-востоке. Все как положено, высокое давление, холодно. Но, тем не менее, посмотрите, все равно световой день на 1,5 часа уже увеличился. Утром мы идем на работу, уже светло, с работы возвращаемся. Ну, вообще, кто во сколько возвращается? А если среднестатистически, то уже и вечером светло, да. Вот, чувствуется, что все равно и днем амплитуда стала больше. Если в декабре, в январе при вот таких морозах 40-градусных у нас там 3-4 градуса амплитуда от ночи до дня, хотя бывает даже минимально 1-2 градуса, что сейчас уже 8 градусов, 9, то есть мы видим, и солнце появляется днем. То есть уже... какие сюрпризы нам еще ждать в феврале? В феврале? Ну, в общем-то, по среднесрочным прогнозам выходы циклонов, в принципе, ожидаются и с востока, и с запада. Вот. Не знаю, насколько это будет сюрпризами, но температурные качели в этом году никто не отменял. Ну, то есть так и будет? Да, будем то вниз, то вверх. То есть как бы, в общем-то, такая неспокойная погода, а для синоптиков тем более, для прогнозирования точного. Но вот тем очень более, сложно. если говорить о долгосрочных прогнозах, вот что по весне? Нужно ли ожидать раннюю весну? Ну, об этом многие говорят, что вот если была теплая, значит, зима, будет там холодное лето, ранняя весна, такой вот четкой закономерности такой нет. Вот. Но я вам хочу сказать, что весна действительно будет. Будет, да. Март у нас всегда считается на территории республики, это все-таки зимний месяц. Вот это как бы предвесна. Первая половина обычно марта бывает с морозцами до 30 и ниже, и днем с хорошей амплитудой. То есть уже солнышко, могут быть даже сосульки где-то на южной стороне. Вот. Во второй половине марта всегда начинает теплеть. Ну а уже весну будем ждать в апреле, как это ни странно. Вот. С осадками град, там дождь. Град это летнее явление. Вот, то есть это мы можем иметь и в июне, в июле. Вот. Дождь, да, первые дожди бывают рано, здесь тоже есть свои рекорды. И наступление весны – это же переход температуры через 0. Будем за этим наблюдать, будем прогнозировать и будем жителей республики предупреждать.
Ну, очень интересный прогноз. Конечно, радует, что он более позитивный, и температура будет среднестатистической, ближе к февралю. Да, будем на это надеяться. А что по снегу? Снега показалось, что не так много, да? Снега в пределах нормы, но в некоторых районах есть больше. На юге у нас, как всегда. Вот. И так как я говорю, что много циклонов, а циклоны – это обязательно снегопады. Поэтому снега прибавляется и на западе территории. Вот. Но так его не сказать, чтобы много, в пределах нормы и местами где-то больше. Вот. Поэтому... Спасибо большое за интересный рассказ. Я думаю, вы в какой-то мере все равно успокоили наших жителей, сказав, что температура будет приемлемой. Да. Весна будет, можно не сомневаться. Спасибо. Ну, а мы призываем наших зрителей одеваться, конечно же, по погоде. Смена времен года влечет за собой смену погоды и смену одежды. Я думаю, когда древние предки человечества переселились в жилище и стали выходить в свет, возник вопрос о том, как погладить одежду. Еще в IV веке до нашей эры в Древней Греции применялись способы плессировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку. Ну, первое задокументированное упоминание об утюге весом, кстати, в 10 килограмм было найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года, то есть 389 лет назад. Ну а какие еще события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 10 февраля. Сегодня День дипломатического работника в России. По народному календарю Ефрем Сверчковый заступник. По приметам этого дня судили о лете. Ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость. Это день в истории. 10 февраля считается днем рождения утюга. В 1931 году в этот день Нью-Дели становится столицей Индии. В 2003 году чудо-рыба помогла сделать удивительное открытие об океане. В 2006 году найдены саркофаги в долине царей. Также в этот день, в 2006 году, открылись 20-е зимние Олимпийские игры в Турине, Италия. В этот день родились Борис Пастернак, русский советский поэт, писатель, нобелевский лауреат. Матвей Блантер, советский композитор, автор популярных песен, народный артист Советского Союза. Мстислав Келдыш, советский ученый, механик, академик. Владимир Зельдин, советский российский актер театра и кино. Александр Володин, советский российский драматург, поэт, сценарист. Георгий Вайнер, советский писатель и журналист, автор известных детективов. Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга и Федор. Но главная дата этого года, конечно же, 80-летие Великой Победы. И вся страна готовится к празднованию. В городе Белово Кемеровской области представители тюркского коренного народа Сибири телеуты плетут георгиевские ленты на традиционных ткацких станках. Руководитель этнокультурного коллектива «Тазылдар» Людмила Бараева и мастерица Людмила Менькина изготавливают главный символ памятной даты годовщине победы в Великой Отечественной войне. По их словам, в день удается сплести 4 ленты длиной по 4,8 метра. На данный момент готовы уже около 50 метров георгиевской ленты. По словам мастериц, планируется 80 метров. 9 мая изделия раздадут жителям и гостям города, чтобы каждый мог почувствовать связь поколений и силу духа народа. Телуты – это этническая группа в составе малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. По данным переписи населения 2020 года, их численность составляет 2217 человек. Потрясающие мастерицы, мне кажется. Представляешь, что такая огромная работа, и все это делают вручную. Да, то есть, вот, мне кажется, вот такого плана, допустим, георгиевскую ленту, действительно, она должна находиться, ну, стать обычным атрибутом на многие годы. Но мне кажется, ценность, видишь, сам факт, что это кто-то сделал своими руками, вложил свою душу, силу духа, да, потому что это же очень кропотливая работа. Смотри, как это сложно, да? Действительно. Да, не каждый может это сделать. Ну а после такой познавательной информации
мы проверим ваши знания истории музыкального искусства и предлагаем ответить на следующий вопрос, который сейчас будет продублирован в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». А ответ на вопрос это не просто так. Вы получите вот такой замечательный билет. У вас будет возможность посетить концерт филармонии Якутии. Это очень ценно. Мне кажется, филармония классической музыки — это вообще прекрасно. Поэтому давайте внимательно. Руслан, вопрос. Да, итак, вопрос следующий. Кем были сказаны и кому адресованы следующие слова? Карьеры он себе не сделает, музыкальных способностей нет. Карьеры он себе не сделает, музыкальных способностей нет. Ваши ответы мы принимаем, как всегда, под постом с вопросом на нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Напоминаем, что ответы лучше присылать во время прямого эфира до 8:00. После идет повтор нашего выпуска. То есть вот в первой половине, именно когда это прямой эфир, будьте внимательны и правильно отвечайте на вопрос. Победитель, правильно первым ответившим на вопрос, получит пригласительный билет на концерт Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктики. Музыка великих». Ну, мне кажется, потрясающая возможность порадовать себя с утра правильным ответом, победой и еще замечательным билетом. Имя победителя мы узнаем уже в конце эфира. Ну а сейчас, чтобы победить сонливость и стать по-настоящему бодрым, мы предлагаем вам утреннюю гимнастику. Сегодня мы с вами немножечко будем активничать и добавим в наши тренировки небольшое кардио. Поехали! Дышим. Колено мягче, спинка прямая. Еще. Слушаем темп. Улыбаемся. Готовимся к новому дню. 3, 2, 1. И переходим на захлесты. Поехали. Работаем с носочком, мягко, не отбивая стопу. Дышим. Хороший глубокий захлест до ягодицы. Увеличиваем пульс. 3, 2, 1. А теперь пойдем в выпрыгивание. Солнышко. Выдох, выдох. Еще. Продолжаем. Выдох, выдох. Еще. Не останавливаемся. Выдох, выдох. Ручки прямые, мягкое колено. Работаем с носка. Выдох, выдох. Еще. 3, 2, 1. Закончили. Ноги широко. Соединяем. Марш-марш. Выдох, 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 выдох. Вдох и выдох. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Марш-марш. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. Выдох. Выдох. Еще. Выдох. 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 Еще. Выдох. 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 Продолжаем. Выдох. 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 Еще. Дышим. 3, 2, 1. Стоп. Марш-марш. Здесь у нас будет еще 2 повтора. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. Три, 2, 1. Марш-марш. Дышим. Еще будет подход. 3, 2, 1. Поехали. Выпрыг. Прыг. 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 Мягче. Мягче. Еще. Еще. Выдох. 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 3, 2, 1. Марш-марш. Дышим.
Мы уже у финишной прямой. Еще. Крайний. Ручки вверх. Стоим. Ножки шире. Округлились. Закрылись. Выросли. Еще. Выдох. Еще. Выдох. Продолжаем. Выдох. Еще. Выдох. Вверх. Удержание. 3, 2, 1. Стороны. 3, 2, 1. Ручки вниз. 3, 2, 1. Сняли, закончили. Ну что ж, всем отличного дня. До встречи. Такая бодрая у нас сегодня зарядка. Всем, правда, отличного дня. Я уверена, что если вы даже часть упражнений выполнили, настроение у вас улучшилось. А вообще еще улучшается настроение, вы знаете, когда листаешь какой-нибудь журнал, смотришь, а там прогноз, конечно, от звезд. Ну, можно расценивать его по-разному, но я читаю только хороший. И вам рекомендую. На что предсказывают звезды на этой неделе, узнаем прямо сейчас. Овен. Для овнов на предстоящей неделе продолжается, но идет на спад позитивное влияние планет. Основное качество – собранность и целеустремленность. Одновременно с этим вы можете испытывать моменты тщеславия или заносчивости. Избегайте этих проявлений, чтобы не испортить отношения с окружающими. Телец. Для тельцов неделя очень хорошая. Предприимчивость и точность мышления позволят вам достичь ценных договоренностей, а также получать выгоду в различных ситуациях, в том числе интуитивно почувствовав положительные возможности. Хорошее самочувствие и вера в себя также будут способствовать вашему успеху. Близнецы. Для близнецов неделя скорее неудачная. Вам может изменить ваш разум, обычно такой точный и быстрый. Вы можете путаться в мелочах, забывать важные вещи, а то и вовсе опоздать навстречу. Лекарством от этого будет постоянный фокус на ваших целях. Для чего вы вообще это делаете? Не забывайте о своих целях, и многое сложится более удачно, чем могло бы. Рак. Для раков будет очень благоприятно обсудить ваши чувства и эмоции, простить прошлые обиды и помириться с близкими людьми. На предстоящей неделе вы будете особо способны к состраданию, найдете нужные слова для утешения окружающих и выражения своих эмоций. Лев. Для львов продолжается, но идет на спад период конфликтности и отстаивания своей индивидуальности. Возможно, на прошлой неделе вы перетерпели какую-то борьбу за авторитет. Отголоски этого могут продолжаться или просто будут неприятные переживания, которые, однако, уже не так важны. В целом, неделя не обещает новых значимых ситуаций. Дева. Девам может быть сложно поддерживать привычный порядок, и это может здорово раздражать вас, ведь на этом обычно построено ваше мироощущение. На этой неделе почему-то не удается делать дела вовремя, класть вещи куда нужно, выполнять договоренности. Постарайтесь не впадать в раздражение и не играть роль жертвы. Весы. Для весов продолжается период приятного общения, интересных знакомств. Постарайтесь не иметь слишком преувеличенного мнения о себе, это может выглядеть как тщеславие и оттолкнуть окружающих. Скорпион. Для скорпионов неделя очень положительная. Высокий самоконтроль, осознанность относительно своих целей и вера в себя – все помогает вам реализовывать ваши замыслы. Неделя также хороша для того, чтобы разобраться в себе, своих глубоких эмоциях и переживаниях. Возможно, отпустить обиды или недовольство окружающими. Стрелец. Стрельцы будут еще менее обязательны, чем обычно. Возможно, вы забудете о том, что гарантировали кому-то помощь в делах, либо просто не успеете это сделать. Так что избегайте давать слишком много обещаний и строить слишком оптимистичные планы. Неделя для вас не очень благоприятная. Козерог. Для козерогов неделя исключительно положительная. Расчетливость и контроль, а наряду с ними вера в себя и хорошее самочувствие. Все способствует вашим успехам и повышению вашего авторитета у окружающих. Максимально используйте эту неделю для построения планов и создания новых договоренностей. Водолей. Для водолеев неделя относительно спокойная. У многих из вас будут дни рождения. Важно не забывать об итогах прошедшего года и планах на будущее. Чувство собранности и целеустремленности будет помогать водолеям в достижении конкретных целей на следующей неделе. Рыбы. Для рыб неделя в целом неплохая. Она позволяет вам глубоко погрузиться в свои чувства, высказать их или записать. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы разобраться в своем внутреннем мире. Запишите свои переживания в дневнике, заметки или расскажите кому-нибудь. Также хорошо будет занести на бумагу свои мечты
и планы. Но узнали, что сулят нам звезды, мы можем созерцать звезды ночью, а днем любоваться его бескрайней синевой небо. Но далее в рубрике «Устами детей» мы узнаем у ребятишек, почему небо синее. Почему небо синее? Потому что мы едим обычную еду. Потому что небо хорошее и когда не пасмурно. Потому что небо сама синяя. Потому что утром небо класс, солнце выходит и небо становится синим. Потому что когда мы спим, в космосе там все черное, а когда просыпаемся, там синее. Потому что в космосе бывает все черное, а утром только синее. Мы тоже желаем вам чистого синего неба по утрам, ведь когда смотришь на небо и солнышко, то душа радуется. А что еще дает ощущение счастья? Ну, вообще, в целом, для меня, например, когда наступает весна и белые ночи, прямо очень люблю вот этот вот момент. В России набирает популярность новый вид зимнего отдыха, так называемый айс-флатинг. Пришел к нам из Финляндии и теперь появился и в Владивостоке. Купание в ледяной воде продолжается в течение часа. Перед заплывом проверяются погодные условия, место, где будет проходить заплыв. Чтобы принять участие в этом развлечении, необходимо надеть на себя костюм весом около 8 килограмм. Он предназначен для экстремально низких температур и практически неощутим в процессе купания. Подобные развлечения уже проводились в Мурманске, Архангельске, на Байкале. Ну, со стороны немножко необычно смотрится, да, но в целом, я думаю, вот, бывает так, нравится, когда купаешься, лечь на спину и немножко поплавать. Ты знаешь, они мне напоминают какие-то, есть же мультики, помнишь, с героями такими квадратными были какие-то, вот что-то такое. Ну, а наш эфир продолжит рубрика «Говорим правильно», где наш эксперт разбирает подвижные ударения. Доброе утро, дорогие телезрители! Во время нашей последней встречи мы с вами говорили о сложностях ударения в глаголах с финалей «ить», то есть те, которые в начальной форме заканчиваются на «ить». Так вот, глаголом на «ить» с подвижным ударением в русском языке относится более 100 глаголов, среди которых есть очень активные и которые мы употребляем по нескольку раз в день. Это такие глаголы, как любить, ловить, носить, ходить, кормить. Напомню, что подвижное ударение – это такое ударение, которое меняет свое место при изменении слова. Например, кормить, но он кормит. Ловить, но ты ловишь. Любить, но мы любим. Существует тенденция для вот таких вот глаголов, когда неподвижное ударение есть у глаголов, например, у глагола «звонить» или «включить», становится, наоборот, каким подвижным, то есть оно изменяет свое место. Например, еще в первой половине XIX века глагол «ценить» имел неподвижное ударение. Например, принято было говорить «он ценит», «ты ценишь», в отличие от современного «он ценит» и «ты ценишь». Однако этот процесс, он затрагивает не все глаголы. Хотя мы наблюдаем, что в нашей речи этот процесс двигается. И мы с вами знаем, что, например, в глаголах «звонить» и глаголах «включить» нередко допускаются ошибки. Но мы с вами будем говорить правильно. Всего доброго! Президент страны Владимир Путин распорядился сделать акцент на подготовке инженеров, которые сейчас нужны стране. О том, как обстоят дела с подготовкой инженерных кадров в Якутии и как реализовать поручение президента, мы поговорим с нашим сегодняшним гостем. Это директор Якутского института водного транспорта Ярослав Михайлович Стрек. Ярослав Михайлович, доброе утро. Здравствуйте. Как вы восприняли поручение Владимира Владимировича о том, что необходимо усилить подготовку инженеров? Великолепно, с надеждой в будущее. В 2015 году были выпущены мной последние инженеры. С болью в сердце я это делал, потом выпускали бакалавров. Сейчас, наконец-то, образование встает на наши рельсы, и мы вновь готовим инженерные кадры для различных отраслей и республики, и страны в целом. Но я знаю, что у вас появилось вообще новое направление какое-то.
В этом году, в 2025 году, мы открываем двери для выпускников и средних образовательных школ, и для выпускников техникумов по высшему образованию и по среднему профессиональному образованию. У нас 2 направления подготовки для всех категорий желающих поступить. Информационные технологии на транспорте и оператор информационных систем и ресурсов. Вот можно подробнее? Информационные технологии на транспорте — это более понятно, да? Техника развивается, да? Все усложняется. А вот вторая специализация... Оператор информационных систем и ресурсов — это программа подготовки квалифицированных рабочих служащих, рассчитана на выпускников 11 классов, кто хочет получить среднее профессиональное образование, за 10 месяцев. Мне кажется, это очень удачно, очень быстро, очень эффективно. Система администрирования, базы данных, информационные системы. Мне кажется, это даже полезно для каждого. Руслан, ну-ка расскажи-ка нам. Как это ты ближе? Вот просто я понимаю, так это люди, которые будут упорядочивать на предприятиях вот работу с информацией, которая там хранится. В том числе формировать базы данных, использовать их, доставать необходимую информацию в считанные секунды. Это очень актуально. Актуально в каждой отрасли деятельности, в каждом направлении, на каждом предприятии. Везде есть айтишники. А параллельно они могут закончить 2 специализации, то есть, допустим, учиться по основному какому-то вашему профилю и вот параллельно пройти такое повышение квалификации? Безусловно, могут параллельно, но в первую очередь я считаю, что им удобно закончить последовательно, закончить за 10 месяцев, получить среднее образование, на базе которого они смогут поступить в институт и получить высшее образование. А как в целом проходит подготовка будущих специалистов и какие есть формы обучения? У нас есть все формы обучения: очное, заочное, высшее образование, среднее профессиональное образование. Более 1300 человек у нас обучается сейчас по всем этим формам обучения. Традиционно 4 года пока что для высшего образования очной формы, 4 либо 5 лет для среднего профессионального образования. Причем особо можно отметить возможность работы во время обучения нашими студентами и курсантами. Наши ребята после 2-го курса, имея 18 лет, уже могут поступить на реальную работу, получать реальные деньги. И наши ребята зарабатывают более 500 тысяч за навигацию. После 2-го курса ребенок, который 18 лет, ну как ребенок, мужчина и девушка. Кстати, у нас поступают все, и юноши, и девушки. А какие вот специальности, направления самые востребованные? И вообще вот можно о них поподробнее? У нас по среднему профессиональному образованию в этом году будет 6 специальностей. Это в первую очередь 4 специальности: судомеханики, судоводители, механики и эксплуатация внутренних водных путей. Также 4-й год подряд мы набираем организацию перевозок и управление на предприятии транспорта. И вот 5-я специальность вновь открывающаяся для айтишников. Ну вот просто назовем. По высшему образованию у нас 4 будет направления подготовки. 3 направления подготовки — это строительство, технология транспортных процессов, электроэнергетика, электротехника и новое направление IT. Ну, техника, электроэнергетика — это очень же такая востребованная сейчас специальность с учетом развития. Крайне востребованная. У нас широко используется форма целевой подготовки. Ребята уже заранее знают, где будут работать после получения диплома. То есть они заключают контракт с работодателем, и работодатель уже оплачивает, если вдруг ребенок учится. У нас разные формы целевой подготовки. Есть трехсторонние договоры с Министерством образования, с работодателями, с нами. Вот есть такое направление. Есть направление, где работодатель платит за обучение. Есть бесплатные формы, федеральный бюджет, но при этом тоже квота целевых мест есть. При этом у студента появляется возможность получать дополнительную стипендию за время обучения, а за хорошую учебу очень неплохую стипендию. А есть именные. В этом году у нас 2 наших студента получили именную стипендию. Сказали, ну я шокирую немножко цифрами, для меня, допустим, это было шоком. 117 тысяч рублей разовая стипендия. 117 тысяч, да, вы не слышали. Это выплатил работодатель? Это Министерство? Это республиканская стипендия, именная стипендия. А за какие заслуги? Мотивация. Очень хорошая. А за какие успехи?
Учеба, научная деятельность, практика. В общем, просто выполнять свои обязанности студента. Просто качественно. хорошо Просто хорошо учиться. Потрясающе. Ну, слушай, таких стипендий в мои годы вообще не было, даже именных. Таких цифр даже в голове не было. Да. Но на самом деле стипендия разная есть. Есть и небольшая стипендия, есть и вообще ребята, кто сессию не сдали, на положительное стипендию не получают. Ну, мы стремимся к тому, чтобы все получали. Пусть учатся хорошо. Ну, а трудоустраиваются в основном все-таки по каким направлениям? И, я так понимаю, после второго курса уже они проходят практику, это уже трудоустройство, да? Уже знают трудоустройство. Основным работодателем нашего института является, безусловно, Ленское объединенное речное пароходство, администрация Ленского бассейна и вообще направление флота, отраслевые водного транспорта. Но при этом Якутскэнерго, Сахаэнерго, Морпорт-Тихий заключает с нами договоры, администрации улусов, совершенно разные направления подготовки, разные направления трудоустройства. Я знаю точно, что каждый наш выпускник обеспечен местом для трудоустройства. Возможностей. Мы работаем не на службу занятости, мы работаем на работодателя. Но мы видим, что вы также не с пустыми руками, да? Вот у вас с собой Не так давно нам исполнилось 90 лет, и я хочу, чтобы в вашей студии была книга о нашем Якутском институте водного транспорта. Книга написана коллективом авторов, являющимися работниками нашего института, с большой душой, с теплой, о том, чем мы живем, как мы развивались и к чему мы пришли сегодня. Я хочу, чтобы она была... Да, спасибо большое. Спасибо большое. Ярослав Михайлович. Потрясающее издание, мне кажется. Какие листы шикарные. Да, мы желаем вам удачи, успехов в работе, чтобы хороших, востребованных инженеров, специалистов было в числе ваших выпускников. Ну и хотим тоже вас поблагодарить за проделанную работу, потому что это очень ценно, когда дети, точно поступая в ваш вуз, знают, что они обретут настоящую профессию и смогут в последующем найти прекрасную работу. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Но в начале нашего эфира мы упомянули о предложении Банка России о так называемом периоде охлаждения. Основной смысл заключается в том, чтобы кредит выдавать с небольшой задержкой. Это поможет в борьбе с мошенниками. Данная мера пока на этапе внедрения. А что же сейчас? Мы предлагаем послушать реальную историю, и, возможно, это убережет вас от опасности. Он показал удостоверение на засаде Болгар. Очередной якобы обвиняемый в государственной измене мужчина перевел мошенникам свыше 1 000 000 рублей. Лжесотрудник ФСБ запугал потерпевшего настолько, что тот даже не понял, как остался без денег. Сказал, что мошенники взломали мои госуслуги, взяли там кредит и отправили это все на нужды украинской армии. И теперь я якобы считаюсь подозреваемым. И чтобы снять с меня подозрение, я должен был взять еще один кредит и отправить на безопасный счет. Я снял эти деньги, отнес в банкомат и через приложение МирПэй положил на счет, который был привязан, как я думал, безопасный. Для убедительности аферисты используют имена реальных сотрудников и официальные символики ФСБ, Росфинмониторинга и Центробанка, показывают поддельные удостоверения. Однако необходимо помнить, что все это уловки для обмана граждан. Раньше воры приходили в дома, притворялись сотрудниками пенсионного фонда, энергосбыта, полицейскими. Сегодня их махинации вышли на новый уровень. Обман происходит удаленно. Поэтому первое правило, которое необходимо соблюдать – никогда никому не верить, не проверив лично. Но пока идет инициатива, да, правда, очень важно быть внимательными, собранными и, конечно, не реагировать на провокации мошенников. Ну, это вообще, как сказать, только один из инструментов, да, в том числе самое главное — это быть всегда начеку и, конечно же, не доверять звонкам от чужих людей, от незнакомых. Ну, о других актуальных новостях мы узнаем прямо сейчас, расскажут нам наши коллеги.
Продолжим говорить о самых заметных событиях к этому часу. В Москве прошла рабочая встреча главы Якутии Асена Николаева с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Были обсуждены ключевые направления взаимодействия республики и федерального ведомства. В центре внимания реализация указов президента национальных проектов и стратегических инициатив, направленных на развитие инфраструктуры, социальной сферы и экономики региона. Затронули вопросы улучшения условий жизни в удаленных территориях, поддержки перспективных проектов и создания новых возможностей для развития. Отдельно поговорили о развитии креативных индустрий. Я внес предложение об более эффективном, скажем так, строительстве социальных учреждений в труднодоступных регионах, особенно таких как Арктика. Предложил, чтобы мы могли в одном здании уже объединять различные социальные службы, объекты здравоохранения, спорта, культуры. Механизм интересный, он позволит нам и оптимизировать наши расходы, повысить качество услуг, которые мы оказываем населению. И уверен, что вот эта идея, которую сегодня Алексей Олегович также поддержал, она в будущем сможет быть реализована не только у нас в Якутии, но и в других районах Арктики и Дальнего Востока. Мобильные медицинские бригады продолжают работу в труднодоступных районах Якутии, обеспечивая жителей качественной медицинской помощью. На сегодняшний день осмотрено уже 2838 человек. В этом году география работы бригад расширилась, охватив не только арктические, но и другие удаленные территории. С 22 января по 3 февраля взрослая бригада из 11 специалистов осмотрела 574 пациента в 4 населенных пунктах Оленёкского района. В Анабарском районе детская бригада из 11 врачей осмотрели 546 человек. В Нижнеколымском районе с 22 января по 5 февраля помощь получили 686 жителей. В Нюрбинском районе с 31 января работает бригада из 9 специалистов, осмотревшая уже 761 человек. Работа мобильных бригад продолжается. В этом году началась совместная деятельность двух образовательных учреждений: Нерюнгринский медколледж и Якутский промышленный техникум. Подписали соглашение о сетевом взаимодействии. Это значит, чтобы студенты получили возможность обучаться на базе техникума, не выезжая для этого в Нерюнгри. Желающих каждый год становится больше, но не у всех есть возможность выехать и проживать в другом районе республики. Также колледж принимает выпускников 9 классов. В стенах Якутского промышленного техникума имени Десяткина обучается 126 студентов. Лечебное дело – 32 студента. По сестринскому делу на базе 11 классов 30 студентов. И по сестринскому делу на базе 9 классов 64 студента. Производственную практику наши студенты проходят на клинических базах города Якутска. Момские артисты аншлагом завершили выступление в Якутске. В программе выступали народный ансамбль танца «Т-Тим» и мини-театр «Халбас-Харата». А также своими выступлениями вечер украсили звезды якутской эстрады, родом из Момского Улуса. Большой концерт стал частью масштабного гастрольного тура, который стал историческим событием для народного театра. Стоит отметить, что впервые за долгие годы существования группа охватывает обширную географию Якутии. За плечами артистов выступления во многих наслегах, в том числе в Аймиконском, Тампонском, Татинском и Чурапчинском улусах. Далее артисты представят свои традиции и таланты жителям Мегино-Кангаласского, Горного и Вилюйского улусов. Огромный опыт на самом деле. Побывали в 8 районах, каждый новые эмоции, каждый узнает что-то новое, появляются связи, новые друзья и общение. Во многих районах встречаешь знакомых твоих родителей, знакомых твоих родственников. В общем, очень интересно и познавательно. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире. Ну а в нашей рубрике «История вещей» мы расскажем про старинный сундук и про сундучное дело в целом. Сегодня я хочу рассказать о сибирском сундуке конца 19 века, середины 20-го, подаренный нам в 2024 году
Сундучное дело в России, начало развиваться с 16 века и до практически до начала 20 века. Вот. Всего было несколько центров сундучного дела в России. Это Холмогоры, один из них, потом Нижний Тагил. И когда начал развиваться Урал с его добычей полезных ископаемых, то и там тоже начало развиваться сундучное дело. Отличительная черта тех сундуков, которые были изготовлены на Урале, это, так сказать, мороз по жести, то есть трафаретные работы, то есть когда деревянный сундук обвивали жестью и применяли, то есть использовали разные способы нанесения рисунков. Вот. Как видим пример, вот этот наш сундук. И настал торжественный момент. Кто же получает билет на концерт филармонии Якутии? Да, мы поздравляем пользователя с ником Стрикал, который самый первый, да, правильно сразу ответил на наш вопрос. Билетик отправляется вам. Как получите, расскажем обязательно. Ну а прямо сейчас желаем всем хорошего дня, отличного настроения и, конечно, начинайте утро с нами. Да, и увидимся с вами в это же время на наших телеканалах Якутия-24, НВК Саха. И также будем стараться сделать ваш день бодрым. До новых встреч. До встречи.